Всем привет из солнечного Крыма. Мы в Ялте. Апрель месяц. Маршрут дня Фаровская церковь. Тут он шашлыки уже готовятся к 9, ну, к 1-9 маю, скажем так. А мы в такую хорошую погоду решили на дальняк махнуть. А дальняк — это у нас Фаровская церковь. 92 километра. Где-то по погоде плюс где-то 15, плюс 18. Где-то так. Ветрено немного. Будний день. Сейчас доедем на Приморскую набережную, посмотрим, что тут делается. Ветер есть, но тепло. О, да тут уже готовятся эти как там их, Hungry Birds, или как они, голодная птица. Голодная птица готовится уже. Хорошо, тепло. Пляж уже почистили, подровняли, все чики-пики. Все, поехали. Времени нету.
Трасса зовет. Севастопольская трасса старая. Я тут стал прям над этим. А он море тюльпанов. И да не, если не ветер, кажется, как даже плюс 20, где-то так. Стоять, 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 стоять. Тихо. Никого. Никого. Маршрут будет весь на ЕМТБ. Тут тоже он делают. Все ремонтируют. Дороги, тротуары, подъезды ко всяким дорогам. Готовятся все к сезону. Пляжи по ЮБК все готовят, чистят, убирают, равняют, подсыпают, засыпают. А сейчас, да, самая классная погода. Конец апреля и весь май. Самое классное время в году, когда не жарко сильно, когда еще туристов мало и все зеленое. Вот апрель и май самые такие месяца бомбические. Потом уже пойдет жара в июне. Ну, правда, где-то до 10 июня еще так более-менее нормально. Потом уже все. Туристы, жара. Но, в принципе, я катаюсь и летом. Все лето я как бы езжу. Я даже и в августе езжу, когда там 32-33 в тени. Ну, когда там 35 уже в тени, 35-36, я, конечно, лучше пережду эти дни дома. Ну, там дня 3 там или сколько. Я стараюсь выезжать только аж вечером, где-то в часов 7. Ну, там на часик, на там 2 часика. Вечером уже хотя бы спадет на пару градусов. Вот. А так летом комфортно даже катать при 32 вот. В тени это. Я катаюсь нормально вообще. По горам нормально.
Но уже, конечно, хочется шортики одеть, легкую уже кофтеечку, без всяких утеплителей, там всяких курточек. Хочется уже так на легке сел и погнал. А то как начинаешь одеваться, особенно, блин, зимой, это жесть. Трое штанов, там стариков, ты куртка зимняя толстенная. Это мы едем в Ливадию. Нам надо до поворота на Айпетре и потом по трассе чухнуть. Вот. Зимой это, конечно, жесть, да. Куча одежек этих, это просто жесть. Но, тем не менее, хоть и куча одежек, а я всю зиму откатал. Ну, такие были маршруты. Короткие, как бы там 30 километров, 40, 50 там. Мужик только что, строитель, говорит, класс, попер на электричке вверх. А тут такой именно подъемчик, может, на камере видно не очень, но подъемчик такой нормальный. Вот, и я всю зиму все равно откатал. Ну, ездил в основном в Гурзуф, в Алупку, в Семиис. В горы ездил редко, но метко. На Иограф там ездил, на Боткинскую тропу. Это все здесь, в районе Ялты. Налево Ливадийский дворец, а нам направо. Да, жарковатенько так уже становится. И чё они стоят, пропускают. It's my life, it's my drive. КамАЗ попер. Груженый, что ли. Вонючий. Кактус он с правой стороны. В таких каменных горшках. Погодка сегодня, да, бомба. Можно было и на Айпетре ехать, но я что-то решил на Фаровскую церковь махнуть. Посмотрим.
Да, жарковатенько становится. Горы зовут, но, блин, не сегодня. Красотища. Да. Наконец-то горы уже становятся такие зеленые. Снег этот уже везде растаял. Так, нам надо сейчас переехать на ту сторону, блин. Где он взялся, блин? Едут и едут. Нам надо переехать. Эх, нет. Сейчас за вот этим, а нет, газель, блин, едет. Толя замахали. Ха-ха. Вот за вот этим можно ехать. Нам сюда вверх. Окольными путями. Через дворы всякие. Это я так всегда езжу на Айпетре. Зелененькое все, красота. Были вот 2 дня дожди, так вообще прям трава поднялась, деревья еще больше распустились. Все пахнет, цветет, красота. Да, все-таки хорошо, когда есть у нас и весна, и лето, и осень, и зима. Разные года, времена года. Ну, наверное, самое паршивое — это осень. Мне кажется так. Ну, хотя, типа, листва там. Ой, ой, что такое? Ой. Что-то не хотела там переключаться. Что тут там с трансмиссией у нас? Тупит, что-то там. Ага, что-то там щелкает. Непонятно. Что-то щелкает. Так, тут надо спуститься
У нас рюкзак сзади с весом килограмма 3-4. Фух, подземный переход. I see you are. Выехали на трассу. Севастопольская трасса на Севастополь. А нам до Алупки. А там мы свернем на Старое Севастопольское шоссе. Что-то две фуры стали на ремонт. Новая дорога постелили вот недавно. Еще даже без разметки.
Так, остановочка. Наушник сел. Что-то тут полчаса проехал. Он уже, блин, сел. Сейчас подключим. О. Все. Можно ехать дальше. На подъем идем. Затяжной подъем был. А теперь спуск. Сейчас будет спуск.
тенечке прохладно, блин. Ветер, собака, боковой дует. Сильно не разгонишься. КамАЗ, вонючка. Поехал. Фу. Сейчас будет спуск. И, наверное, тут сейчас будет ремонт дороги. Ну да. Капец. Зато какие виды здесь. Вот это виды здесь, да. Огонь просто. Фоточку быстро надо сделать. Успел. Эх, красота какая. Да. Горы зовут. Ха. Но не сегодня. Ветер капец. Ай.
Айша, Айша. Сейчас будет лютый подъем. Стоять пошли в горы на этот озеро Бирюзовое, чей как оно, Голубое озеро Альпетри. Спуски, подъемы. Ну, по такой трассе это супер. Только если бы машин было мало. Мисхорский парк. 4 километра. Мы в Мисхоре сейчас. Ну, не сейчас, а вот до поворота сейчас доезжаем. Там вниз спускаешься и Мисхор. До мэрии 14 километров. Что у нас тут? Севастополь, что-то там написано. Скоро будет Алупка, поворот на Старое Севастопольское шоссе. Ну как скоро? Через километров, наверное, 5 где-то. Сейчас я посмотрю. Ну да, километров 5 где-то осталось до поворота. И тут уже асфальтик закончили. Уже, наверное, где-то за Алупкой, по ходу дела.
Сейчас будет спуск. Ремонт дороги, блин. Капец. Чуть-чуть мне осталось. Блин. Ну ладно. Ох ты. Стелят, стелят. Катают, катают капитально. Притопим маленечко. Чуть-чуть, блин, осталось доехать, блин. Зато в следующий раз уже по трассе нормальной, без всяких ремонтов. Стоят, ждут. Ага. Стойте, стойте. Я все равно еду с краю. Ого, сколько их здесь собралось. Стоят, меня ждут. Ха-ха. Пока я проеду до конца. Шучу, конечно. Нашел, где стать. Капот, что-то задымелась машина. Кафешечка какая-то
с видом на море. Ну не красота ли? Трасса, едешь и на море смотришь. Да, красиво. Красивый вид. Спуск пошел. Передний тормоз шипит, как собака, блин. Ну, не как собака, а вообще шипит подлюка. Собака такой. Либо колодки плохие, либо уже диск пора менять. Все, доехали. Поворачиваем на Старосевастопольское шоссе. Да, у меня, получается, я купил вел, и стояли тормозные диски Shimano. Какая-то там версия RT, по-моему, 64. Ну, то есть, даже не предтоповая, типа, версия. Вот. Типа средняя или начально средняя. Ну, один диск стоит в районе 3500 рублей. А на мой электровел надо ставить дороже, потому что вес велосипеда большой. Красотища, обалдеть. Обалдеть. Вес велосипеда большой. Вот. И обычные, ну, в принципе, я на них отъездил еще и нормально. Но желательно ставить мощнее.
Желательно ставить класс повыше. О! Это где-то Shimano, тормозные диски где-то XT или SLX. Вот. Но вот я себе купил сейчас один диск RT800 XT-шный. Но он, конечно, и стоит. Один диск стоит от 10 тысяч новый. То есть два диска 20 тысяч. Вот. Но на них, если вот часто ездить, как вот я, на них можно, ну, в принципе, год где-то откатать. Вот. Ну, год, ну, может быть, полтора. Это при том, что ездить частенько. Ну, то есть не только летом, а весь, как бы, и зиму там ездить, и осень, весной, понятно. Вот. Так что я один диск купил, надо поставить, да, будет. А второй диск вот сейчас ищу, либо такой же найти, либо, может, чуть ниже там класса SLX, может быть. Ну, я себе заказал эти тормоза новые Shimano Deore XT. Ух ты, подъемчик. Не ожидал. Раньше надо было. Кошка вон впереди. Гора Кошка, Семис. А мы находимся выше. Вон она, кошечка. Вот, я заказал себе тормоза новые Shimano XT. Это предтоповая версия, типа самая топовая, самая типа крутая версия тормозов. Это Shimano XTR. Самые типа навороченные, самые дорогие. Вот. Ну, их обычно покупают гонщики, там, даунхильщики, там, те, которые то скоростные спуски, там, такое всякое. А мне зачем самые топовые? Я взял предтоповые. Чтоб, ну, я как бы не только аж по трассе езжу, я и по горам же езжу, на спусках там. Вот, поэтому все-таки тормоза надо ставить не самые обычные. Не самые обычные тормоза. Потому что вес, все зависит от, ну, большая часть езды зависит от веса велосипедиста, самого велосипеда. Вот. А у меня вес 92 где-то. Вот. А ну-ка посмотрим вид здесь. Ух ты, какой вид на горы, обалдеть. Обалденный вид.
Сейчас встанем здесь. Он. Ха. Камушек. Кошку сейчас пойдем посмотрим. Ну сначала вот этот вид. Обалдеть. Хо-хо-хо. Да, прикольный вид. Ха-ха. О, хорошо здесь. Не, все зелененькое, вообще сейчас бомба. Шикардосик. Шикардосик. Там он кошка. Гора-кошка. Вон она там. Сейчас будет у нас фотосессия и небольшой перекур. Так, все, движемся дальше. Пофоткались. Блин, ну сегодня погодка супер вообще. Солнечная, почти без тучек. Тепло так. Здесь прям вообще шикарно. Где-то сейчас, наверное, если даже и ветер поддувает местами, но все равно, мне кажется, градусов где-то 18 есть точно. А то и 20. Я что, на скорости еду, а так, если пешком идти, то да, где-то, наверное, градусов 20. Ну, я только что встал, постоял, как бы вообще жарко. Хорошо. О, спортсмены бегают. Слева от нас Семиис остается. О, красота какая. А ты шо? Виды, конечно, здесь бомбические. Особенно вот сейчас, весной, когда все зеленое, все цветет, расцвело уже. А ты шо? В том году я этим маршрутом не ездил ни разу. У меня ж был другой байк, и мне не хватало. Вот. А в этом году просто песня. А, не, чё, хватало бы, только мне надо было купить третий аккумулятор, вот. А я что-то впадлу было. А сейчас уже с этим велом в кайф. Ну, то есть стоит встроенный 625, плюс вешается еще 500. Вот. Ну, как бы считается тоже встроенный. Вот. Ну и третий аккум в рюкзак. Ну, это если на такие дальние, да, расстояния 90 км, 100, 110 там. А если на километров 75-80, то хватает. Красотища. Да, красотища. Эх уж виды эти. Ох уж эти виды. Крымские виды. Горы, море, природа. Так, что мы там проехали? 21 км, полпути. Осталось 24 километра проехать.
до Форосской церкви. О, хотел это, шоссейники поперли. Вон еще шоссейники. Вот, то тут целая банда, прям нифига себе. Целая банда прям. На шоссейнике здесь тоже. Ха. Вообще тут, особенно по вот такой вот этой дороге, вообще песня. Там, правда, дальше там дорога уже будет такая потрепанная, а здесь песня на шоссейнике вообще тут бомба. Это. И что я хотел сказать? Хотел в Алушту сегодня поехать, но вспомнил, что там делают дорогу перед Алуштой, буквально километров 10 или 15. И подумал, что лучше поехать пока месть сюда. А туда поехать, ну там может через недельку-две, я думаю, сделают дорогу. Да, дорога, песня. Можно вот так даже. Ха-ха. Без рук. Так, небольшой подъемчик. Ох, красотища! Куда-то спуск налево. Что-то там непонятно. Что там такое? Да, виды здесь, конечно, огненные. Конечно, горы, когда еще они зеленые, вообще придают такой шик. Шик, блеск. Блеск. Шик, блеск, пик. Доехали до Голубого залива. Голубой залив. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Он типа там смотровая. Типа. Сейчас станем там. Фу. Время уже 3 часа. Мы не спешим. Времени у нас вагон. Темнеет сейчас в 7:30, так что потихонечку, не спеша, на ЕМТБшке крутим, вертим. Вон красота какая здесь.
Да. Как же здесь красиво, однако. Сейчас станем здесь. Заснимем. О! Стоять. Не хочет так стоять. О! Так хочет. Да, красотища, конечно. Он будет стоять так не хочет, надо только облокотить. Красота, ляпота. Он какой-то каменюка. Пропасть, там он дальше частный сектор. Дома везде, ля, капец. Горная вся такая местность. Он Коцевели получается. Он Семиз, гора, вот Кукошка. А вот Коцевели уже. Бухта, вот он спускаешься по той дороге, он и едешь в Коцевели. Ой.